Исторический парк «Россия. Моя история» и общественная организация «Моя история» ведут акцию «Победный апостоль». И сегодняшняя наша передача посвящена столетию героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. Практически все мы связаны с историей этой страшной Великой Отечественной войны. Все участники наших передач вспоминают о своих прадедах, дедах, принявших участие в боевых действиях или на трудовом фронте в глубоком тылу. Мы все потомки этого великого подвига. Мы будем вести эту передачу с тем, чтобы увековечить память о наших прадедах и дедах. Владимир Денисович Лонгинов родился 2 сентября 1919 года в местности Бескель и провел детство в селе Тандан. Он был шестым ребенком в многодетной семье священника. Детство и учеба были связаны с Усть-Алданским, Верхневилюйским районами. В 1930 году семья переехала в город Якутск, жила в районе Залога, столицы Якутии. Владимир учился в школе номер 1, сейчас она расположена на проспекте Ленина. Владимир увлекался лыжным спортом, игрой в городки. Был азартным охотником и рыбаком, но особенно любил читать книги. Свободно владел якутским языком. После 7 класса Владимир поступил на курсы бухгалтеров, чтобы скорее финансово поддержать маму. В 1938 году работал в Верхневилюйске по линии связи сопровождающим, затем старшим инспектором страховой инспекции Тампотского района и инспектором Госстраха в Якутске. Здесь и встретил начало Великой Отечественной войны. Летом 1941 года Владимир Денисович был призван в ряды Красной Армии. В августе 1941 года он был зачислен в пулеметную роту 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии. В качестве резервных сил дивизия была направлена на Воронежский фронт, где развернулись ожесточенные бои за город Воронеж. Враг пытался реализовать операцию под кодовым названием «Блау». В обороне врага у Воронежа образовался выступ глубиной около 100 километров и длиной 130 километров. Наступательная Воронежско-Косторнинская операция началась 24 января 1943 года ударом 40-й армии под командованием генерала Москаленко и 4-го танкового корпуса. Ожесточенные бои продолжались до 17 февраля. В окружение попали 9 дивизий противника. Всего враг потерял здесь 11 дивизий, почти все тяжелое вооружение и технику. Была освобождена большая часть Воронежской и Курской областей. В одном из боев Владимир Лонгинов был ранен. Разгром немецко-фашистских войск под Воронежем позволил развернуть боевые действия в Курском и Харьковском направлении. Лонгинов сражался в жестоких боях на Харьковском направлении и был ранен. После 3-го ранения он сражается в боях на Курской дуге. В письме родным Лонгинов пишет: «В настоящий момент, выписавшись из госпиталя, почти уже нахожусь у цели, в действующей армии. На нашем направлении, куда мы едем, начались жаркие оборонительные бои. Спустя 3-4 дня уже с оружием в руках буду на передовой линии фронта. По возможности постараюсь отомстить за свои раны». Курская битва сорвала планы крупного наступления немецко-фашистских войск и завершилась разгромом стратегической группировки противника. После нее начались сражения за освобождение левобережной Украины. Как вспоминал Георгий Константинович Жуков, для тщательной подготовки наступления к Днепру у нас не было возможностей. В войсках Воронежского и Степного фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных сражений. Но все мы, от солдата до маршала, горели желанием скорее выбросить врага с нашей земли, освободить многострадальный украинский народ из-под тяжкого гнета оккупантов. Советское командование решило форсировать Днепр сходу одновременно силами 7 армий в полосе от Киева до Черкас. Противник, отходя за Днепр, взорвал все мосты, создал огневой рубеж на правом берегу. Под угрозой расстрела фашисты заставили местных жителей уничтожить все лодки и баркасы, но проверить выполнение приказа не успели. И теперь рыбаки пришли в расположение наших частей и, не боясь обстрела, начали доставлять свои лодки, конопатили и заливали варом.
Форсирование Днепра воины 722-й стрелковой дивизии предприняли ночью на 25 сентября 1943 года южнее Киева на рыбацких лодках. Река здесь широкая и глубокая. Враг с высокого правого берега вел ожесточенный обстрел. Первыми пошли разведчики и десантная группа, среди которых добровольцами были Лонгинов и его боевой товарищ Захарченко. Доплыли до острова, дальше обнаружили брод, где вода доходила до подбородка. Держа над головой тяжелые части пулемета «Максим» и боезапас, Лонгинов со служивцами переправились на правый берег. Началась перестрелка. Поудобнее приладив «Максим», Лонгинов припадает к нему и, прищурив глаз, короткими очередями бьет по вспышкам вражеского пулемета. Даже в ночной мгле он уничтожил огневые точки противника одну за другой. О героизме отважного пулеметчика Владимира Лонгинова командующему 47-й армией генерал-лейтенанту Жмаченко доложил командир 21-го корпуса генерал-майор Абрамов. Было много героев в этом бою, но среди всех героев в первых рядах был Лонгинов. В наградном представлении старшего сержанта Владимира Денисовича Лонгинова к званию Героя Советского Союза отмечалось: Лонгинов своими умелыми и решительными действиями под ураганным огнем противника 25 сентября 1943 года подготовил для себя средства переправы и одним из первых форсировал Днепр со своим станковым пулеметом. Умело, применяя маскировку на местности, незаметно приблизился к противнику, выбрал огневую позицию и открыл уничтожающий огонь из своего пулемета по противнику. Прикрывая своим пулеметным огнем, обеспечивал форсирование реки Днепр. Стрелковым подразделением дивизии без потерь и в дальнейшем обеспечивал захват плацдарма на западном берегу реки Днепр и закрепление на нем. В этой операции товарищ Лонгинов огнем из своего пулемета уничтожил свыше 80 солдат и офицеров противника. В бою на участке Великий Букрин 29 сентября выдался ожесточенный бой. Противник шел в атаку за атакой. Лонгинов стрелял расчетливо, короткими очередями, водил стволом по полю боя, выбирая скопление наступающих. Место расположения противником было быстро вычислено. Посыпались мины. Но Владимир к этому времени уже сменил позицию и косил фашистов. Закончились патроны. В ход пошли гранаты. Подоспевшее подкрепление помогло удержать занятые позиции. В этот день Лонгинов из своего пулемета уничтожил более 60 солдат и офицеров противника. Ожесточенные бои шли, не прекращаясь, 3 недели. О высокой награде Лонгинов узнал, находясь на передовой. И он не успел сообщить об этом родным, не получить золотую звезду. В ожесточенных сражениях у деревни Пшеничкины Каневского района старший сержант Лонгинов и несколько его товарищей по оружию 18 ноября 1943 года при выполнении боевого задания пропали без вести. Только в 1965 году, благодаря кропотливым поискам сотрудника Якутского областного партийного архива Петра Васильевича Гоголева, родные Владимира Лонгинова узнали о его геройском подвиге, о высокой награде Родины. Грамота Президиума Верховного Совета Советского Союза о присвоении Владимиру Денисовичу Лонгинову звания Героя Советского Союза была передана на хранение его сестрам. В увековечении героического подвига Владимира Денисовича Лонгинова его имя присвоено 8-летней Борисской школе и Тандинскому клубу Усть-Алданского улуса, сухогрузу Ленского речного пароходства «Герой Лонгинов». Имя Владимира Лонгинова носят улицы в городе Якутске, в улусном центре Барагонцы и селе Танда. В 2005 году имя Героя Лонгинова присвоено Тамайской средней общеобразовательной школе Горного улуса. Свирепый враг бросал резервы, огня и силы не жалел, но взвод уже в траншеи первый, вот и второй я овладел. И пусть прошли не километры, и враг не выдохся совсем. С каждым шагом, с каждым метром победу видели мы все.